Многочисленные друзья, соратники, однополчане, ветерана, спецназовца, этнического абхаза Кавказа Атрышба собрались сегодня в торжественном зале Госкомитета по репатриации. Трагические новости пришли накануне из Стамбула. Кавказ Атрышба скончался на 60-м году жизни после продолжительной болезни и будет похоронен в Турции. В Абхазии церемонию прощания организовал Госкомитет по репатриации. В период, когда было тяжело в Абхазии, он приехал наряду с другими своими братьями защищать Абхазию. Он из очень интеллигентной семьи был. Его отец, известный в Турции человек, был начальником аэровокзала имени Ататюрка, аэропорта. Мать тоже из интеллигентной семьи, была профессором, как мне говорили и читал. Он сам родился в городе Стамбул в 1965 году. Когда приехал в Абхазию, он начал тренировать, создавать специальную группу спецназ, так как он имел профессиональное образование, закончил в Стамбуле высшие военные учебные заведения, где готовят спецслужбы. Кавказ Атрышба был не просто хорошо подготовлен, он учился в самом элитном подразделении турецкой армии и вошел там в десятку лучших. Кроме того, у Кавказа был опыт участия в боевых действиях. Кавказ пришел сюда, когда у нас началась война. Будучи уже имевшим опыт боевых действий там, на своей родине, там, в борьбе с курдами или еще с кем-то, я не знаю, он имел огромный боевой опыт. И он был не просто как, допустим, стрелок, а он был специалистом для действий в специальных назначениях. Как человек, я, например, мягче, душевнее него, человека не знаю, не видел. При всем при том, что он был вот такой вот воин, такого высокого уровня. Мы с Кавказом Атрышба познакомились в феврале месяца 1993 года. Это было в Гудауте. Потом через некоторое время я отбыл на Восточный фронт. И послевоенный период времени в одной из воинских частей мы познакомились. Он готовил личный состав профессионально. На тот период времени это очень важное направление было. Это было разведывательное подразделение. И те профессиональные качества его, это надо было увидеть. И многие, которые его подчинены на сегодняшний день, служат в наших вооруженных силах, и гордятся тем, что он был у них командиром. К сожалению, товарища мы потеряли, скорбим. Вечная память, вечная слава этому человеку. После войны, несмотря на то, что отпуск на службе в Турции давно подошел к концу, Кавказ Атрышба остался в Абхазии. Возглавлял спецназ, готовил молодых ребят для работы в разведгруппах и тем самым внес неоценимый вклад в антитеррористические операции, проводившиеся в Галском районе. Когда закончилась война, здесь он остался, здесь, у нас в армии. Он готовил наших специалистов, как говорят, спецназовцев. Лично я, будучи начальником разведки, мы создавали вместе с ним группу. Действительно, создал он для нас очень боевую группу, которая у нас вела борьбу успешно с диверсионными группами в 1997 году. И после с отдельными диверсионными группами, а в 1997 году вообще с масштабной диверсионной группой, которая грузинами была подготовлена в Мюнхене. И мы без потерь ликвидировали всю эту группу под руководством Кавказа.
С апреля 2021 года Кавказ Атрышба работал в полномочном представительстве Республики Абхазия в Турции вместе со своим другом и соратником Ибрагимом Авицба. До последних дней Кавказ Атрышба думал о судьбе Абхазии. В этом году, находясь в Турции, я познакомился, он приходил в отель, и мы очень много говорили, очень много знал он об Абхазии, о политиках, о процессах, которые там происходят. И там он говорил, что я вот сейчас готовлю список из 20 человек, в резерв готовлю в случае войны, которые могут принять участие, если, не дай бог, какие-то военные конфликты в Абхазии начнутся. То есть он не находился на стороне, всегда жил жизнью нашей Абхазии. В рамках церемонии прощания друзья и соратники Кавказа Атрышба делились воспоминаниями, оставляли записи в книге памяти, многие пришли с цветами. Любовь к Абхазии, своей исторической родине, Кавказ Атрышба пронес сквозь всю свою жизнь, и сегодня Абхазия прощается со своим сыном. Надежда Боровикова, Тимур Гугухи, Абаза ТВ.